Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем обращение, не просто отсылку, а обращение к высшим силам и попросим правдивую информацию о вашем будущем, о вашей жизни, о том, что вам предначертано. Загадайте, пожалуйста, на себя, мысленно обратитесь к высшим силам и попросите информацию о вашей жизни, о вашем будущем. Я также прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию о вашей жизни, о вашем будущем, о том, что вам предначертано. Так. Давайте начнем с вот этого классного момента. Здесь у меня женщина, которая пытается встать. Женщина в таком бедственном положении, проблемном положении. Кто-то действительно страдает, и у вас именно по деньгам проблемы, у кого-то проблемы по здоровью, у кого-то проблемы в принципе по жизни, да? Кто-то прям от одиночества страдает, прям плохо-плохо вам. И вы вроде понимаете, что нужно вставать, что нужно двигаться, а сил как будто бы нет. Вот вообще нет сил, ни на что нет сил. Смотрите, над вами такая прекрасная фигура, которая подает вам сразу две руки. Да, две руки. Вот опирайся на меня, опирайся на мои руки, вставай, я тебе помогу, я тебе поддержу. Здесь вообще образ мужчины вышел на самом деле. В редком случае отыграется женщина, но женщина такая, знаете, сильная, с мужским характером. Ну, понятно, вы все разные, Я не могу вот четко, конкретно из вас, каждый, да, сказать, кто придет. Где-то у 85% отыграется, что это мужчина. Мужчина, который окажет вам поддержку во всех смыслах этого слова. Да, поддержку, вот прям сам вас вытащит из той беды, из тех неприятностей, в которых вы находитесь. А у кого-то именно действительно женщина, друг. Опять же, если мужчины меня смотрят, да, у мужчин тоже в жизни иногда бывают такие моменты. Да, женщина, которая помогает. Характер сильнейший, боевой характер. Вот идет помощь. Не просто помощь, да, а вас, может быть, даже как принудят встать, да, может быть, вы сейчас и не хотите ничего уже в жизни не делать, не добиваться, так плывете по течению, вот куда вынесет, туда и вынесет. Будет послан человек, который вас поставит на ноги, в прямом смысле этого слова. Человек очень благополучный, очень приятный, человек во всех смыслах положительный, и человек себя не пожалеет для того, чтобы вам помочь. Вот как хотите, так и принимайте эту информацию. Если вы скажете: да нет, я гордая, ни в чьей помощи не нуждаюсь, вас не спросят. Пришло время вам вставать на ноги. И на ноги вы 100% встанете. Человек идет мне посланником небес. Девушки, женщины, кто хотел личного счастья, да, мужчины, кто хотел личного счастья. Это человек не просто поможет, но еще и станет неразлучным с вами, да, неразлучной с вами, составит вам прекрасную пару. Жизнь будет меняться. И начнет меняться именно с того, что вы встанете на ноги. Ну, а дальше больше. Так, с левой стороны. С левой стороны какая-то большая неудача. Неудача, с которой вам сложно смириться, либо сложно будет смириться. Знаете, такое впечатление, что как будто бы перед вами либо закрыли дверь, либо закроют дверь. Причем в самый последний момент. Вы прям почувствуете себя самым несчастным человеком, либо почувствовали. Да? У кого-то эта ситуация уже произошла, у кого-то буквально вот сейчас происходит, да, либо произойдет в ближайшие дни. Мои хорошие, здесь вам просят передать, что эту дверь для вас закрывают высшие силы. Не потому, что они не желают вам счастья, а потому что вам туда не надо. Вот не надо и все. Не ваше это, не стоит туда лезть, не стоит этим заниматься. Смотрите, у кого-то может отыграться, что вы сейчас что-то усиленно делаете, чего-то пытаетесь добиться, и, как говорится, в последний момент все это могут закрыть, прикрыть и обнулить.
Еще раз говорю, это для вас благо. То, что не случится, либо не случилось, это для вас на самом деле благо. Вы это поймете. Не сейчас, но чуть попозже вы это поймете. Если бы у вас получилось, то вы бы более важным для себя очень многое бы потеряли. Потеряли, проиграли, лишились. Поэтому, мои хорошие, неудачи научитесь принимать как есть. В вашем конкретном случае, в случае людей, кто зашел на мою отсыпку, каждая неудача, она, неудача, там, закрытые двери, да, это все-таки благо. Благо. Бывают вещи, куда нам лезть не надо, да, не стоит оно того, не наше это, либо нас ждет радость и счастье в других моментах. Вам просто закрывают. Научитесь принимать как есть. Не страдайте, не накручивайте себя, не разочаровывайтесь ни в себе, ни в высших силах. Просто это не ваше. Понимаете, не ваше. У кого-то, кстати, идет ситуация такая в отношениях, когда человек, например, выбирает не вас, да, либо человек не предлагает вам чего-то серьезного, на что вы надеялись. Не ваш этот человек. Ну, не были бы вы с этим человеком счастливы. Вот высшие говорят, мы знаем, мы видим, мы понимаем, что тебе нужно на самом деле. Не ругайся на нас, прими как есть, ты все поймешь. Пройдет совсем немножко времени, и ты все поймешь. Ты поймешь, что это лишение, либо то, что мы тебе не дали, это все-таки идет тебе во благо. Так, еще важный момент. Здесь момент, когда вы поднимаете руки вверх. И руками как будто бы, ну, как голову закрываете, да, над своей головой делаете крышу. Это очень крутой момент. Момент обретения своего собственного жилья, либо, да, собственной крыши над головой. Причем, поскольку вы здесь одна, либо один, если смотрят меня мужчины, я так понимаю, что это будет чисто ваша собственность, либо собственность, записанная на вас. Но опять же, в эту собственность вы тоже будете чем-то вкладываться. Кто-то будет вкладываться деньгами, да, приобретать, а кто-то будет вкладываться своим талантом. То есть вы будете там, не знаю, что-то перестанавливать, переделывать, украшать, да, под себя делать. У вас будет крыша над головой, это будет чисто ваша крыша над головой. То есть право собственности, ваше право собственности и ничего больше. Как обеспечите сами себе крышу над головой. Вам вообще по судьбе иметь свою крышу над головой, чтобы вы это знали. Кто особенно сейчас страдает, у кого долго не было возможности что-то приобрести, заиметь, поверьте, вам судьбой прописано крышу над головой обрести. И это будет именно лично ваше. Ваше для вас и только ваше. Так не идет. Так, еще здесь идет какая-то победа, но победа как сам над собой, что ли. Сам над собой. Ну, вы все разные. Смотрите, у кого-то идет ситуация победы над какой-то болячкой, которая поразила ваш организм, ваше тело. У кого-то идет душевная болезнь, да, душевные страдания. У кого-то идет вредная привычка, то, что вас разрушает. Вот вы как будто бы сами себя победите. Победите свою болячку. Победите свои душевные переживания, победите тот недуг, который вас беспокоит, либо то вредное, чем вы занимаетесь и что вредит вашему здоровью. Вот идет такая победа. Сразу хочу сказать, будет непросто. Будет легко, будут срывы, будут надрывы, будут страдания, будут переживания. Это все будет. Но вам по судьбе победить, вам по судьбе себя как будто бы... знаете, как по кусочку собрать, да, по кусочку. Вот то, что не нужно лишнее выкинуть, избавиться, лишний там элемент в виде какой-то болезни, либо каких-то душевных страданий, каких-то привычек, да, ненужных никому, вредных привычек, и заново себя собрать. Да, человек себя по крупице собирает, но уже в каком-то, как в компьютерах говорят, да, апгрейд, в новом каком-то совершенном виде. Вам сейчас, наверное, непонятно то, что я говорю, но вы уже на этом пути, вы уже что-то делаете, вы уже как-то внутренне начали эту борьбу. Закончится вашей победой. Вот то, что самое хорошее, положительное для вас, то вас и ждет. Силы вам будут даны. Будут даны подсказки, будут даны какие-то возможности. Будет дана помощь для того, чтобы вы все это сделали, да, как можно проще, легче и быстрее.
Так, еще я вижу, что кто-то копит на что-то, собирает потихонечку, собирает полигонечку какими-то мелкими, ну, такие небольшие денежки, вот как на что-то вы откладываете. Деньги вам достаются очень тяжелым трудом, и вы на что-то откладываете, постоянно откладываете и очень переживаете, сокрушаетесь, когда видите, что сумма небольшая. Она не растет, она небольшая, она либо не растет вовсе, либо из-за, например, там, инфляции, она постоянно съедается, эта сумма. И вы очень сильно переживаете, как будто бы вы даже в чем-то себе отказываете для того, чтобы скопить эту сумму. Но результата пока не видно. Смотрите, ваша эта сумма, она утроится благодаря какому-то вашему действию. Вы все разные. Я не хочу сейчас тыкать пальцем в небо, но я вижу, что какое-то действие будет вами произведено, которое утроит эту сумму. Причем утроит не единожды. То есть несколько раз вы будете что-то делать, какую-то операцию, какую-то, может быть, там, какие-то вложения, что-то, может, будете капитализировать, потом это продавать. Да? У вас вот растет эта сумма, утраивается несколько раз. Поэтому, мои хорошие, ищите способ, ищите метод, у вас все получится. Я не сильна в финансовой грамотности, поэтому ничего тут придумать не могу, да, даже примера не могу привести, но вы это знаете, либо вы это узнаете, вы сможете это сделать. И именно у вас, кто зашел на мою цыпку, это все получится. Ваша вот эта сумма, ваши сбережения, они утроятся, причем несколько раз, благодаря вашему действию. Так, следующий момент. Есть момент возвращения какого-то человека в вашу жизнь. Человек, с кем вы попрощались. Ну, либо в прямом смысле слова попрощались, простились, вернее, да, раз и навсегда. Либо мысленно попрощались, простились. Этот человек вернется. Вернется, и именно с этим человеком как будто бы какая-то глава новая в вашей жизни начнется. Либо дан будет шанс, опять же, да, может быть, это отношение, будет дан шанс еще раз, да, на друг друга посмотреть, еще раз к друг другу испытать те самые чувства, еще раз попытаться договориться, объединиться. То есть как цикличная ситуация идет, еще один шанс. Человек, его все пути, либо ее, да, все пути, все дороги ведут именно к вам, в вашу сторону. Для вас это будет большой неожиданностью, и для этого человека тоже будет большой неожиданностью. Но, видите, судьба сведет, обязательно сведет. Так, какой-то отъезд и какой-то приезд у вас вышел. Тяжелый отъезд, счастливый приезд. Слева с какими-то потугами, с какими-то сложностями вы откуда-то уезжаете. И справа вы куда-то приезжаете. Может быть, кстати, это отъезд и приезд в одно и то же место. Может быть, и в разные места. У каждого по-своему отыграется. Но у меня человек уезжает с какими-то потерями, затратами, тратами, переживаниями, головной болью, а возвращается, либо приезжает очень счастливый, довольный, вот как, знаете, загруженный, нагруженный, да, каким-то добром, деньгами, не знаю. То есть как с прибылью. Либо переезд, который вас ждет в ближайшее время, он очень туго пойдет, либо очень как-то скомканно начнется и закончится очень благополучно. То есть место, на которое вы будете переезжать, очень благостно отразится на вас, на вашей жизни, на вашем будущем, на ваших, там, не знаю, доходах, общении, коллективе, окружении. Да, вот как-то так идет. Отъезд, тяжелый отъезд, счастливый приезд. Так, следующий момент связан с куриной лапкой. Куриная лапка у вас влево вышла. Большая удача, большая, грандиозная удача в самый неожиданный момент. Ждет либо вас, либо кого-то из ваших близких людей. Но вы как-то тоже будете там участвовать. Либо вы будете очень переживать за этого человека, и человеку будет дана удача. Да, вот прям куриная лапка такая шикарная вышла. Так красиво стоит, ровно стоит. И здесь у меня просто и вы, и еще какой-то человек. Вам удача идет, либо благодаря вам другому человеку идет удача. Вот за кого вы попросите. В самое неожиданное время, в самый какой-то прям ответственный, как говорится, горячий момент. Да, удача прям улыбнется.
Так, еще за вами кто-то едет, либо к вам кто-то едет. Человек, от которого вы отвернулись, либо человек, которого вы не верите, не думаете в позитивном ключе. Это человек с какими-то скорбами, с какими-то дарами, либо с какими-то подношениями к вам. Вы на этого человека не смотрите, вы сфокусированы на чем-то другом. Либо вы, может быть, как помощи от кого-то другого ждете, либо кого-то другого рассматриваете. А этот человек прям едет с чем-то таким большим. Смотрите, как огромная сумка, чемодан, что-то у него в руках. У кого-то, кстати, отыграется, что большое наследство. Большое наследство вы получите, причем там, где вы совершенно были 100% уверены, что вам ничего не перепадет. Да, вот прям идет вам такой огромный багаж этого наследства. А у других отыграется, что с вами кто-то очень справедливо поделится. Вот поделится, как оно есть. По-правильному, по-честному поделится с вами человек. Кстати, даже может быть какая-то компенсация за что-то. За что-то могут и скомпенсировать. Причем такой серьезный пай вам будет выделен. Просто опять же, да, вы отвернулись, вы не верите, вы не ждете, вы даже об этом не думаете. Но это к вам придет. Причем придет, ну, я вам так скажу, событие вообще не за горами. Оно очень крупно прорисовалось, четко нам показали. Вы молодой месяц в руках держите. Скорее всего, начало следующего года. Вы получаете какой-то огромный багаж. Огромный. Дар, воздаяние, наследство, какую-то сумму можете получить. Можете, ну, как имущество даже какое-то получить. Вот что-то получаете. Причем не от человека вы не ждете, либо не ждете от какой-то ситуации, но вы будете получать. Это вам поможет твердо стать на ноги. Это вам поможет обрести какую-то вашу желанную стабильность и независимость. Вот то, что вы получите, 100% так будет. Так. Здесь у вас, кстати, лисий хвостик прорисовался. Лисий хвостик в таком положении очень классный знак. Знак мудрости, знак в хорошем смысле хитрости, да, когда человек не вы хитрите, а вы всех хитрецов насквозь видите. Когда вас невозможно обвести вокруг пальца, когда вас невозможно обмануть, когда невозможно обыграть, да, то есть вы это все будете видеть, вы это все будете считывать, и у кого-то даже отыграется, что благодаря своей смекалке вы как звезду с неба хватаете. Ну, в прямом смысле слова, да, прям получаете то, что казалось абсолютно недоступным, недосягаемым. Особенно это отыграется у тех, кто, ну, мечтает о карьере. Будь то карьера на конкретной какой-то должности, работе, будь то карьера, например, в собственном деле, в собственном бизнесе. Вам по судьбе схватить звезду. У вас, по крайней мере, все для этого будет. Будет, оно и есть. Просто вы еще этим не пользовались, либо не научились в прямом смысле слова пользоваться. Но это у вас точно будет. И еще очень важный знак, вот кому-то точно нужно услышать, здесь перевернутый крест. Перевернутый крест очень часто показывает превратности судьбы, всякие там нехорошие воздействия на человека. Ну а если говорить по-простому, да, это возможность поменять свою судьбу. Это, конечно, очень сложно, и единицы людей, которые могут это сделать, а вам такой шанс будет дан. Если вы не побоитесь, как говорится, взять на себя эту ответственность, поменять свою судьбу, у вас все получится. По крайней мере, то, как вы живете сейчас, да, это будет меняться. Картинка вашей жизни будет меняться. Будет меняться вправо и вверх. То есть в улучшение. Не хуже, а лучше вы будете жить. А если не побоитесь, то прям совсем можете в отрыв уйти. И в прямом смысле поменять свою жизнь, поменять свою судьбу. Право такое вам будет дано. Да, выпадет такая возможность вам просто от высших сил, не знаю, как это правильно, как дар, как то, что вы просили, то, чего вы достойны. Здесь же не просто так на ровном месте. Хочешь поменять судьбу, набери, делай. Нет, вы своими какими-то действиями, хорошими действиями, либо несправедливостью, которую вы пережили, вы это право заслужили. Прямо, как говорится, кровью, потом и слезами. Вы это право заслужили. Побоитесь, все останется как есть. Но улучшения, конечно, будут.
Ну, пусть не такие значительные, но тем не менее. Приблизительно в тех же условиях, но в каком-то улучшенном виде. Не побоитесь, возьмете на себя смелость. Я вас поздравляю. Вы добьетесь всего того, чего хотели, о чем мечтали. Вообще мне нравится. Мне нравится посыл этой отсыпки, и мне нравятся эти знаки. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.